вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Аслгараева. И вот о чем расскажем сегодня. Западноевропейцы к нам приходят. Спасибо. О чем в Казани договорились с министром экономики Португалии, узнал Дмитрий Аринин. Экологичность и энергосбережение. Первое умное здание в республике. Вот это самое интересное. Преимущество нового объекта оценила Лейсан Сабирова. Свой дом, чужие правила. Мы имеем право там жить, мы его получали от завода. Почему работники порохового завода, прожив десятки лет, вынуждены съезжать из квартир, выяснял Рамиль Шайдулин. Прогнозы и предположения. Я хотел бы на самом деле услышать о поддержке малого бизнеса. Как республика готовится к предстоящему посланию президента депутатам, узнал Салават Махмадулян. Португальских производителей зовут в Алабугу и Иннополис, а наших студентов хотят отправить учиться в Лиссабон. В Казани сегодня начались большие российско-португальские переговоры. Обсуждают экономическое и техническое сотрудничество. Для этого на встречу приехали министр экономики Португалии и глава МЧС России. Как Татарстан поможет укрепить международные связи, узнал Дмитрий Аринин. Да, так в Португалии обращаться с мячом могут и чиновники. То, что он министр не промах, на Казани-арене показал Мануэл Калдейра Кабрал, отвечающий за экономику. Стадио фантастик. Спасибо. Эта встреча с делегацией Португалии – логичное продолжение международных и региональных договоренностей. В мае этого года Рустам Минниханов посещал западноевропейскую страну и встречался с ее министром экономики Мануэлом Кальдейра Кабралом. А сейчас ответный визит. Хочу поблагодарить вас за гостеприимство, которое было оказано нам в Лиссабоне. Очень много позитивных эмоций, очень красивая страна, очень добрые, хорошие люди. Очень важно нам выйти на какие-то наши совместные проекты, как реализуемые в Российской Федерации на территории республики, так и проекты, которые будут реализованы в вашей стране. Ранее между Татарстаном и Португалией наметили сотрудничество в нескольких сферах. Так, наше Министерство информатизации должно плотнее работать с португальским научно-технологическим парком Тагус Парк. Сейчас цель привлечь в Татарстан португальских инвесторов. В первую очередь иностранных резидентов ждут в Алабуге и Иннополисе. Мы приехали в один из передовых регионов России. Уверен, мы сможем найти здесь новых партнеров. Это послужит укреплению российско-португальских отношений. В планах сотрудничества в области туризма, культуры, образования. Так в КФУ обсудили обмен студентами и совместные исследования. Поле для сотрудничества, которое касается как обмена студентов, так и совместной исследовательской деятельности, которая впоследствии может быть связана с промышленностью и с другими областями. Большего внимания португальцев Татарстану ждут и от грядущего чемпионата мира по футболу, особенно если в Казани будет играть их сборная. Тем самым по итогам казанского визита в поле зрения татарстанско-португальского сотрудничества наметилось 8 совместных проектов. Начать их воплощать планируют уже в этом году. Дмитрий Аринин, Амир Залюшев, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Автопарк республиканского МЧС пополнился. Ключи от новых машин вручили министр России по делам гражданской обороны Владимир Пучков и президент республики Рустам Минниханов. Сегодня на службу спасателям передали 12 единиц техники. Это 2 уникальных для республики снегоболотохода. Их будут использовать для спасательных операций в труднодоступных местах. Еще 4 Нивы отправились в Альметьевский, Менделинский, Нурлатский и Кайбицкий районы. Также сегодня спасатели получили судно на воздушной подушке и пожарные машины. Эта техника уже завтра будет работать в боевых подразделениях, выполнять задачи по оказанию помощи каждому человеку, который оказался в беде. Конечно же, республика тоже вносит посильный вклад. Я заверяю, что мы и дальше будем поддерживать МЧС Российской Федерации по Республике Татарстан и его министра. И в эти минуты в Корсуне подписывают соглашение между правительством России и правительством Португалии об экономическом сотрудничестве. Первое умное здание в стране. Сегодня итальянцы в России презентовали инновационный офис компании «Таиф». Это образец повышения энергоэффективности. Строительное ноу-хау оценил и президент республики. Лейсан Сабирова узнала, какие еще проекты предлагают итальянцы.
6 этажей в стиле хай-тек. Зеленоватого цвета остекление – своего рода символ технологий, примененных при строительстве этого здания. Экологичность и энергосбережение – вот главное преимущество нового объекта. Итальянские технологии внедрил в Казани ТАИФ. Новый офис вырос за 2 года рядом с Госсоветом. Офис решений, который, в принципе, и в России, наверное, первый такой. Инновационные инженерные решения презентовали президенту Татарстана. Это самое интересное. Потом окна у вас стекла какие-то системы. Секрет окон в интеллектуальных жалюзи, которые регулируют освещение. Здесь нет батарей, кондиционеров. Вся хитрость в потолках и стенах, которые напичканы мелкими трубками. А вентиляция включается в зависимости от уровня углекислого газа. Здание потребляет всего 40% той энергии, которую потребило бы стандартное. Если сравнить его с подобными объектами в Италии или Германии, оно гораздо продвинутое. Здесь офисы, паркинг и кафе. Удачный опыт – сигнал для другого бизнеса. Это не только дань моде, новым технологиям, также отражает общий подход группы компаний ТАИФ к вопросам экологии и сбережения ресурсов. Итальянцы приехали с целым пакетом предложений. Начать производство биопластиков, участвовать в проектировке и строительстве промышленных объектов, а также возвести под Казанью новый жилой комплекс. Мы изучили климат в регионах России для развития малого и среднего бизнеса. Татарстан оказался самым удобным. Мы хотели бы запустить бренд «Сделано совместно с Италией». Каждый проект тщательно изучат. Тем самым итальянцы хотят прорубить окно в Поволжье. Лейсан Сабирова, Марат Сидгараев, ТНВ Казань. Новоселье сегодня отметили и в Нижнекамске. 22 семьи. Сотрудники компании «ТАИФ» получили ключи от новых квартир. Дом расположен на улице Табеева. Он построен по принципу «заселяйся и живи». Этот звон, пожалуй, самый долгожданный для новоселов одного из домов. Ключи от новых квартир сегодня получили 22 семьи. Правда, пока только те, у кого полностью готовы документы. До заветных квадратов всего пара подписей. Вот у меня муж заполняет документы, мы ждем, не дождемся, пока нам дадут ключи, и мы наконец-то зайдем в свою квартиру. Семья Ахметвалеевых за ключом пришла в полном составе. Им не терпится увидеть свое новое гнездышко и начать наводить уют. Все формальности выполнены. Молодую семью ждут трехкомнатные апартаменты. Вау, все как мы ожидали, как здорово, красиво, просторно, светло. Квартиры Госжилфонд сдает с чистовой отделкой. Здесь есть свет, газ, вода. Как говорится, заезжай и живи. Наконец-то мы дождались эту квартиру. Мы очень рады. Семья наша рада. Потихоньку будем переезжать, мебель расставлять. А так мы очень рады. Всего в этот соципотечный дом заедут 120 счастливчиков. Это работники группы компании ТАИФ. Возвели многоэтажку меньше, чем за год. Скоро в шаговой доступности построят школу и детский сад. Сергей Хайдаров, Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, ТНВ Нижнекамск. Теперь они сами создают погоду в доме. Более чем в 3000 квартирах у русинцев уже появились газовые котлы отопления, и жители успели проверить их при первых осенних холодах. Напомним, Урусинская ГРЭС закрылась, и теперь все дома и объекты должны перейти на индивидуальное отопление. О плюсах котлов предстоящие минусы далее. Василя Галямова одной из первых установила в свою трехкомнатную квартиру двухконтурный котел. Теперь самостоятельно регулирует температуру в батареях. А это не только комфорт, но еще и экономия. Включить можно и выключить. Для того, кто любит потеплее, так, пожалуйста, прибавить можно. Регулировать очень удобно. Правилам пользования газовыми котлами население обучили. Такая миссия лежит на местных ТСЖ. Люди понимают свое удобство, теперь понимают, что они экономят деньги, они хозяева своих денег. Регулируют сами и воду, и тепло регулируют, все. На индивидуальное отопление перешли и социально-бытовые объекты поселка. Их 23. Для них было построено 16 мини-котельных. На 16 объектах установлены котлы наружного разрешения и блочно-модульные котельные. Мы, кстати, вот с вами здесь уже на одном объекте, ЦРБ. На всех объектах ведутся пусконаладочные работы и подготовка к началу отопительного сезона. Переход на индивидуальное отопление в поселке Урусу почти завершен. За один сезон котлы установили в более чем 3000 квартир. Но 84 пока так и не перешли на новые блага. Пока одни греются в своих квартирах, другие в залах судов. 84 у нас дело находится в суде. И судебное исполнение планомерно своим чередом оно идет. У меня нареканий нет по работе судебных приставов.
Напомним, что индивидуальные котлы отопления можно установить и по лизинговой программе. Это также должно убедить несогласных. Главное же не дожидаться, пока к средствам аргументации прибавятся ударившие морозы. Альбина Аслагараева, Фуат Гайсин и Булат Шафигуллин, ТНВ, Ютадинский район. Не как у себя дома. Сегодня Кировский районный суд Казани поставил точку в деле работников порохового завода. Не имея своего угла, еще с советских времен люди жили в общежитии предприятия. Но теперь они его покидают. Почему это законно? Из зала суда. Рамиль Шайдуллин. Естественно, в свое время, когда сюда заселялись, это было единственное жилье. Через год исполнится 30 лет, как Елена Каткова получила жилье. Но теперь, если и праздновать, то точно не в нем. Законный собственник, а это пороховой завод, требует выехать из комнаты. Причина та, что мы не работаем на заводе, не являемся работниками этого предприятия. Но я никогда не являлась, то есть я была заселена по квоте, как бюджетник. В целом доме работников порохового не больше трети, а напротив таких целая пятиэтажка. Завод один, двор один, но тем, кто напротив, не пришло ни одного письма с просьбой съехать. От дома до дома метров 20, и эти метры разделяют личные и съемные. Если в первом квартира уже давно приватизирована, то во втором люди десятки лет живут на птичьих правах. Почему, решает суд. За десятки лет люди уходили с завода, но оставались в комнатах. Однако приватизация так и не пришла, поэтому раздавать комнаты завод просто не может. Заводу принадлежит общежитие по адресу улицы Можайского, дом 15, на праве оперативного управления. И сами распоряжаться данным имуществом мы не вправе. Требования съехать остаются в силе. Суд сошелся с позиции завода. Не работающий на предприятии может и не жить в заводском общежитии. Рамиль Шайдуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Автомобиль не роскошь, а средство реабилитации. Татарстанцы, пострадавшие в несчастных случаях на производстве, сегодня получили ключи от новых машин. Бесплатное авто от фонда соцстрахования каждый пострадавший получает раз в 7 лет. В этом году специально оборудованными машинами обеспечат 56 татарстанцев. Часть топлива и раз в 7 лет капремонт авто тоже оплатит фонд соцстраха. За последние 16 лет машинами из 12 тысяч пострадавших на производстве обеспечили больше 700 человек. Наша задача, когда происходят такие несчастные случаи, сразу оказать посильную помощь. Ваш труд остается незабытым. Очень приятно, что государство проявляет заботу об нас, инвалидов. Шьют, пекут, учат детей и даже охраняют в Казани. В этом году трудоустроили более 400 пенсионеров. Многие специально получают дополнительное образование, чтобы заниматься любимым делом. О том, как работе все возрасты покорны, в репортаже Алины Бережной. Разбить яйцо, просеять муку, добавить сахар и все тщательно перемешать. Сегодня у пенсионеров курса кондитеров практика. Зарима Хузиахметова еще вчера работала методистом в университете, а сегодня сама за партой. Предмет изучения – бисквитный торт. Может быть, я и еще поработаю для производства. Я же еще не старая. Делать сладости – дело не из легких, но начинающие кондитеры готовят с душой. Люди пожилые, они более любознательные, что ли, потому что они знают, что они хотят от жизни получить. В этом году в Казани трудоустроили более 400 пенсионеров. Специально для людей третьего возраста 26 сентября на Казанской ярмарке откроется выставка «Активное долголетие». Здесь крупные предприятия Казани предложат им более 17 тысяч вакансий. У нас очень хороший процент трудоустройства, это порядка 42%, то есть из 100 обратившихся людей пожилого возраста 42 людям мы традиционно находим работу в течение 3 месяцев. Также для пенсионеров организуют лекции по улучшению здоровья и юридическую консультацию. Алина Бережная, Данил Филатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Стрит-арт руками детей. В Менделеевске юные художники расписали канализационные люки. Сподвигнула их на необычное творчество акция «Подари городу яркие краски», приуроченная к 50-летию Менделеевска. Оценила креативный подход, пройдясь по живописным дорогам, Светлана Звонарева. За реализацию красочной акции взялась детская школа искусств Менделеевска. Когда позволяла погода, ученики и преподаватели выходили на городские улицы, чтобы раскрасить люки с забавными картинками и поднять прохожим настроение. Участвуют в этой акции учащиеся детской школы искусств, отделения изобразительного искусства с 1 по 5 класс. Это примерно около 50 человек.
И вот столько же люков нам нужно расписать. К слову, во многих странах мира к состоянию канализационных люков относятся с не меньшим вниманием, чем к архитектурным памятникам. Вот эти люки можно по праву приравнять к произведениям искусства. В Европе на них часто изображают герб города, а вообще фантазиям художников в мире нет предела. Вот и менделеевцы в темах были не ограничены. Главное условие – картины должны быть веселыми и яркими. Вот и рисовали героев мультфильмов, животных, насекомых, бабочек. По сути, сама идея такая уникальная какая-то, я еще не встречала нигде, чтобы по улице идешь такой и люк разрисованный. Но город станет ярче, красивее, это все-таки преображение, все будет хорошо. Всего в городе по-новому заиграли 50 канализационных люков. Теперь, надеются юные художники, менделеевцы будут чаще смотреть под ноги. Светлана Звонарева, Анжела Райсян, Руслан Ахунов, ТНВ Менделеевск. В эти минуты в Казани открывается выставка знаменитого художника Никаса Сафронова. Экспозиция «Избранная» – это больше сотни картин из разных творческих периодов мастера. Наш корреспондент – одна из первых, кто оценила полотна. Лина Зинатуллина сейчас находится в Национальной художественной галерее «Хазине». Лина, чем на этот раз удивил казанцев Ника Сафронов? Добрый вечер, Альбина. Ажиотаж здесь невероятный. Все стремятся пообщаться, сфотографироваться с мастером. Ну и посмотреть, конечно же, есть на что. Картин здесь 4 зала. Пейзажи специально в основном восточные. Есть даже виды Казани. Ну и куда же без необычных портретов знаменитостей, которыми и прославился самый гламурный художник России. Прямо сейчас работы оценивает президент республики, чей портрет Никас Сафронов сегодня тоже пообещал написать. Я думаю, в классической, наверное, манере, то есть в костюме, на фоне Казани, вот, то, чем он руководит достойно, мы видим результаты, например, этот музей, до этого был музей достаточно скромный, сегодня мы видим роскошный музей с специальной подсветкой, таким музеем может гордиться любая страна. Каким же выйдет президент из-под кисти Никаса Сафронова, мы будем ждать с нетерпением. Ну а другие работы художника можно увидеть в галерее Хазина до 5 ноября. Это у меня все, Альбина. Спасибо, Лина. А это была Лина Зинатуллина. Она сейчас работает в галерее Хазине, где проходит выставка Никаса Сафронова. А республика готовится к завтрашнему посланию президента к депутатам Госсовета. Некоторые уже сегодня задаются вопросом, о чем же расскажет президент, сколько будет длиться обращение и какой лейтмотив его слов. Все и все ли готовы к выступлению Рустама Минниханова, проверил Салават Мухаммадуллин. Большой концертный зал, Рустам Минниханов, 700 человек. Весь политический бомонд, бизнес-элита, законодатели и исполнители. Все это ежегодное послание президента Татарстана депутатам. В 10 часов утра на выездном совещании Госсовета обсудят вопросы как внутренних дел республики, так и внешних. Как правило, это и экономика, но куда же без нее, и политика на повестке остается всегда, и социальная защита. Но стоит отметить, что всегда есть то неизвестное, что бывает в каждом послании. Его текст содержится в секрете до последнего. Над ним работает целая группа специалистов, но все детали не знают даже в близком окружении. Да и что это за послание, если заранее все знают? Но известно одно – каждое обращение содержит в себе что-то стратегическое и обязательно новое. Мы сегодня попросили татарстанцев пофантазировать, чтобы они хотели услышать от Рустама Минниханова. У нас очень большие проблемы в сфере ЖКХ. Очень все нечестно. Я хотел бы на самом деле услышать о поддержке малого бизнеса в Татарстане. Как это все будет продвигаться. Про медицину. Главное выступление президента татарстанцы увидят в прямом эфире. Наш телеканал начнет трансляцию в 10 утра, повтор в 8 вечера. Сигнал с 9 камер высокой четкости и разрешения донесет слова президента до каждого дома республики. Площадка большого концертного зала сложна тем, что имеет очень много коричневых тонов, а они очень сильно приближены по тону к лицу человека. И при неправильном свете это может привести в одну плоскую картинку. Основной задачей высветить правильно, чтобы именно создать глубину и перспективу происходящего события. От послания к реализации. Сразу после выступления президента депутаты соберутся на заседание уже в Госсовете, ведь каждое послание задает новый вектор развития республики как минимум на год. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, Ильшат Мухаметов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. И на этом у нас пока все. Далее в выпуске прогноз погоды. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ.
Спонсор выпуска – санаторий «Ассы». С 1 сентября 2017 года санаторий «Ассы» Республика Башкортостан объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены на 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. С 1 сентября санаторий «Ассы» снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. Бабье лето покидает наши края, и природа начинает перестраиваться на осенний лад. В предстоящие сутки в республике ожидается довольно прохладная погода, но зато без осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана малооблачная погода сохранится. Ночью будет до 7 градусов тепла, днем же до плюс 14. На северо-востоке преимущественно ясно и без осадков, ночью плюс 9, днем же температура воздуха составит около 14 градусов тепла. На севере республики малооблачно, осадки не ожидаются. Температура воздуха в ночные часы составит до 9 градусов тепла, днем же будет около 13 градусов выше 0. На северо-западе будет солнечно и сухо, ночью плюс 8, днем же до 12 градусов тепла. На юго-западе ясно, без осадков, ночью плюс 6, днем же плюс 15 градусов. В центральном районе республики ясная погода сохранится, ночью будет до 7 градусов тепла, днем же до плюс 14. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в сентябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167 166. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и до 6 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит до 15 градусов выше 0. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.